На перемещение товаров на всем земном шаре ежегодно тратится более 6 триллионов долларов, из которых более половины приходится на евразийское экономическое пространство. Евразия – самый большой континент с населением более 4 миллиардов человек, что составляет примерно 3/4 от населения всей планеты. 3/4 мировой экономики сосредоточены на континенте, а с развитием Китая, Индии и других евразийских стран эта пропорция будет увеличиваться. Объем грузовых потоков на основных магистралях давно превышает 10 миллиардов тонн в год. Грузопотоки из Европы в Юго-Восточную Азию морским транспортом составляют более 4 миллиардов тонн в год. Но есть два фактора, которые в настоящее время подталкивают к открытию новых наземных соединений между Европой и Азией. Монополия морских перевозок как источник растущих проблем доступа к портам по суше и необходимость удовлетворять запросы региональной торговли, развивающейся вдоль коридоров Европа-Азия. В ряде случаев сухопутные соединения могут составить альтернативу морским путям, существенно повысить транспортную доступность стран, через которые проходят, и взять на себя довольно значительную часть перевозок. На примере Великого Шелкового пути история утверждает одну истину: чем короче путь, тем он эффективней. Южная, центральная и северная ветви протяженностью более 20 тысяч километров охватывали большую часть евразийских государств. Для соединения магистрали с европейской системой железных дорог строительство начинается с границы Германии и проходит через Польшу, Украину, подземный переход через Керченский пролив и выходит на Российскую Федерацию, где расходятся на южную, центральную и северную ветви. Южная ветвь магистрали имеет протяженность 11 500 километров. Центральная ветвь имеет протяженность 11 тысяч километров. Северная ветвь магистрали имеет протяженность 11 тысяч километров. К 2015 году основные европейские страны закончат строительство высокоскоростной железнодорожной транспортной системы со скоростями движения 250 км в час. Англия и Франция соединились с подземным железнодорожным переходом через пролив Ла-Манш длиной 50,4 километра. Поезда компании «Евростар» за 20 минут перевозят грузы, автомобили и пассажиров с одного берега на другой. Транспортный поток составляет 45 миллионов тонн и более 70 миллионов пассажиров в год. В 2008 году, 14-й год эксплуатации тоннеля, прибыль составила более 147 миллионов фунтов стерлингов. Проектом предусматривается строительство современной транснациональной магистрали, которая соединит запад и восток континента. Магистраль шириной 200 метров состоит из четырехпутной железной дороги с разделением на грузовую и людскую части, шестиполосной автомобильной дороги и подземной линии электропередачи. Колея железной дороги транснациональной магистрали будет 1435 мм. Это обосновывается тем, что европейские государства – Китай, Индия, а это более 70% протяженности трассы, имеют такую колею. Новая скоростная магистраль на территориях государств будет иметь 1, 2, максимум 3 логистических терминала. Количество железнодорожных и автомобильных станций будет рассчитываться исходя из пассажиропотока и необходимого количества переходов на национальные дорожные системы. В основу управления движением положена оптимизация документов, которая позволит осуществлять перевозку грузов от логистического терминала в Китае до терминала в центре Европы по одному комплекту документов. Выводы. Оборачиваемость капитала в 7 раз выше на железнодорожном транспорте и в 4 раза выше при автотранспортировке. Гарантированные сроки поставок. Схема. Двери продавца, двери покупателя.